Дамы, всех приветствую на своем канале. Меня зовут Астарта Сантья Тара. И мы сегодня будем делать с вами расклад на недельку с 27 января по 2 февраля. Традиционно на игральных картах цыганский расклад для дам. От вас нужно выбрать свой вариант, выбрать свою даму, сосредоточиться, спросить, как сложится, пройдет ваша неделька, назвать период, да, с 27 января по 2 февраля и выбрать свой вариант. А пока вы выбираете, я напомню, что все новинки моего канала, последние видео, есть ссылочки на них в описании к этому видео. Под видео, пожалуйста, обратите внимание. Также прогнозы на февраль по знакам зодиака тоже уже на канале. И, конечно, плейлисты тоже в вашем распоряжении для вашего удобства. Ну что, я думаю, вы уже выбрали свой вариант. Я перехожу к первому. Дамы. Первый вариант. Дама бубновая. Смотрим вас. Партнером я вам назначила короля трефового. Итак, заходите вы в период с каким-то свиданием и любезностями за себя. Видимо, тут переживаете, думаете, анализируете, планируете какие-то свои дела, заботы, увлечения и все, что связано с вами и с вашим личным, с вашей личной жизнью. Именно вот индивидуальной вашей жизнью. Эгоистичные тут такие нотки. Далее тут будет какой-то большой крупный разговор, скорее всего, с вашим партнером, королем трефовым. Разговор будет эмоциональный, про любовь, про отношения, про вашу с ним жизнь. И также вы со своими чаяниями и надеждами к вашему партнеру, королю трефовому. И он к вам со своими любезностями и разговорами. Также тут, так как мы здесь не видим, да, что выпал ваш партнер, но масть я подразумеваю, что это все-таки вашего партнера. Но опять же повторяюсь, да, его карта бланка здесь не выпала, поэтому здесь что может быть? Тут может быть большой эмоциональный разговор, может быть довольно-таки неприятный разговор на работе. Что-то не понравится, что-то, видимо, коса на камень-то найдет, и может быть на работе такая стычка, неприятный скандал. И вы все равно будете надеяться на работу, на тамошние какие-то свои дела. И на работе, скорее всего, какие-то проекты, договора, контракты тоже будут складываться довольно-таки положительно. Да, будет разговор какой-то большой, скандальный, либо это не скандал, а какой-то важный, решающий разговор, за который вы будете переживать. Эмоциональный такой разговор. Может быть, разговор будет касаться вашего карьерного роста. И вот здесь, опять же, да, вы со своими чаяниями и надеждами к этой работе, да, к бизнесу, своим делам, к деловым вопросам. И деловые вопросы тоже, скорее всего, будут решаться положительно. Итак, дамы бубновые, на сердце у вас вы, ваша собственная дорога ранняя, и под сердцем ранняя дорога некого червового короля. Кто такой червовый король, решать вам. Если это третье лицо в отношениях, то это может быть он. Если нет, то это может быть кто угодно. Коллега по работе, брат, сват, дедушка, какой-нибудь клерк в банке, кассир, продавец, не знаю, водитель и так далее. В голове у вас некий казенный король и также червовый король. Вот два короля в голове. И вы к ним со своим интересом, к этим двум королям. И, возможно, вы еще думаете о поступлении неких крупных сумм денег. В ногах у вас получили вы большой, крупный, нечаянный интерес в разговоре с неким королем червовым. И здесь также у вас ваш партнер король трефовый. Что было? А был король червовый и король трефовый в неком казенном доме. Видимо, как-то они связаны между собой, ваш партнер и этот король червовый, и этот самый казенный дом. Далее, что было? Этот король червовый к вам со своими любезностями и со своими чаяниями и надеждами. Также король червовый к вам со своим интересом, и через его интерес был у вас с ним разговор. Что будет? А будет в дальней дороге, скорее всего, ближе к концу недельки у вас встреча и с вашим королем трефовым,
и с неким королем червовым. Также здесь, смотрите, если вы с королем трефовым проживаете, то тут, скорее всего, вы просто будете с ним обсуждать какую-то дальнюю дорогу, либо совместную жизнь дальнейшую, будущее будете с ним обсуждать. Но также это будет где-то в конце, ближе к концу недельки. Далее ваш партнер король трефовый к вам со своими хлопотами, и вы к нему со своими чаяниями и надеждами. И также тут король трефовый может хлопотать или обратиться к вам за какой-то помощью, либо за советом. И тут также вы остаетесь со своими любезностями, и опять же встреча, свидание с собой. То есть вы будете думать, анализировать, планировать какие-то свои личные индивидуальные дела. И основная линия недельки, тут какие-то новости вы получите, видимо, неприятного характера, такого некрасивого, может быть, какие-то сплетни такие вот некрасивые. Что-то вы узнаете, но это будет для вас пусто. Поговорили, узнали, услышали и забыли. И некий король червовый также к вам со своими любезностями. Ой, прошу прощения, со своими хлопотами. Вот, дорогие мои, если все-таки это треугольник, то обратите внимание, на канале есть расклад на любовные треугольники, также на игральных картах, и расклад на любовные треугольники на таро. Кому как удобнее, кому как подходит, кому как интереснее. Обратите внимание. Итак, дамы, для вас. Опять же, выпали вы и ваши любезности, ваши свидания. То есть, о чем я говорила на протяжении всего расклада. Что-то вы думаете, анализируете, планируете за себя лично, за свою жизнь, за свое увлечение, за свои хлопоты, которые приносят вам удовольствие. И для вас, опять же, некий король червовый. Опять, кто это решать вам. Будет у вас с королем червовым некий разговор. И в этом разговоре вы получите какие-то, видимо, новости, какие-то известия. И также можете получить от него какие-то бумаги от короля червового. На сердце у вас злость, раздражение на свидание с вашим партнером королем трефовым. И также тут свидание на сердце у вас с королем червовым. Также от короля трефового на сердце, да, вы можете просто узнать от него какие-то сплетни некрасивые, слухи, в общем, такого неприятного, некрасивого характера. Какие-то новости он может вам принести, и прям вас это заденет, и будете вы это на сердце у тебя содержать. Вот так еще может проиграться. Что было? В ранней дороге у вас был ваш партнер король трефовый с собственным домом. Если вы совместно проживаете, то это у вас совместный дом. Простите, я заговариваюсь. Если нет, то он собственной персоной. Здесь у вас был в ранней дороге в прошлом. Что будет? Будет ваш партнер король трефовый хлопотать за вас со своими хлопотами, и король червовый будет к вам со своими чаяниями и надеждами, и со своими любезностями тоже к вам. Что будет на пороге? Вот будет в ранней дороге. Скорее всего, совместно с королем червовым посетите вы некий казенный дом. И там также будет некий казенный король. Вот, видимо, пойдете вы на разговор или на поклон к этому казенному королю совместно с королем червовым. Вот опять же, да, примеряйте на себя мою трактовочку. Успокаивайтесь вы хлопотами короля червового. Вот такая вот складывается у вас неделя, дорогие мои дамы. Я желаю вам всего наилучшего. Пусть неделька будет прекрасной, воздушной, красивой, радостной, теплой, гармоничной. С вами была Астарта Сантия. Я перехожу к варианту номер 2. Дамы трефовые, смотрим вас. Партнером я назначила вам, как обычно, короля бубнового. И что хочу сказать. Входите вы в недельку в окружении королей. Смотрите. 1, 2, 3 короля. Кто это? Опять же решать вам. Но давайте по порядку. Смотрите. Здесь присутствует и король червовый, и дама червовая. Это как это может быть? Либо это некая супружеская чета, ваши друзья, родственники, соседи, приятели, кто угодно.
Вот они могут к вам на этой недельке со своими любезностями быть. Если же нет, то тут может как проиграться. У всех будет своя ситуация. Для некоторых это будет дама червовая. Заходите вы в недельку вместе с ней, либо был разговор с ней, либо как-то, не знаю, какие-то у вас совместные дела, либо это подруга, либо это мама, либо это сестра, в общем, кто угодно. Вот вы совместно с ней, с некими разговорами, переговорами вступаете в новую недельку. И тут собственной персоной ваш партнер король бубновый и некий казенный дом. Далее. Для некоторых также это могут быть чаяния и надежды дамы червовой, да, к вашим чаяниям и надеждам. То есть у вас совместные будут чаяния и надежды. И также у вас будет разговор с вашим партнером королем бубновым. Но для некоторых может проиграться и по-другому. Как может быть? Что некий червовый король к вам будет, к вашим чаяниям и надеждам, и будет у вас с ним разговор. Также тут идет разговор с вашим партнером, королем бубновым. Либо это будут чаяния и надежды червовой дамы и к вашим чаяниям и надеждам, но и все тот же разговор с вашим партнером королем бубновым. В общем, кто вот эти люди, именно червовая масть, решать вам и примерять на себя ваши ситуации в жизни. И смотрим далее. Для вас тут вы с собственным каким-то интересом к некому казенному королю. Итак, дама трифовая, смотрим вас. На сердце у вас некая дама червовая, под сердцем свои чаяния и надежды. В голове у вас вы сами себя содержите и любовь вашего партнера короля бубнового. В ранней дороге все это было. Видимо, у вас было свидание, встреча, либо просто приятно проводили с ним время. Вот все это было в ранней дороге. В ногах у вас, смотрите, как красиво, 3 десяточки. Получили вы большой, крупный, нечаянный интерес за себя. И дама червовая к вам со своим интересом. Что было? Было в ранней дороге у вас разговор с дамой червовой, разговор такой крупный, важный, нужный вам. И здесь король бубновый к вам со своими чаяниями и надеждами. И также вы могли с дамой червовой обсуждать чаяния и надежды вашего короля бубнового, вашего партнера. Также ваш партнер король бубновый был к вам со своим интересом, и свидание с ним у вас была встреча. Также через любезности дамы червовой вы получили какие-то новости, какие-то известия. Далее, дама червовая тут никуда от вас не уходит, это что будет будущее. И ваш партнер король бубновый будет хлопотать за вас в ранней дороге. Также вы будете хлопотать в неком казенном доме, и будет у вас свидание с вашим партнером королем бубновым, и в этом свидании будете вы что-то обсуждать с ним. И основная линия недельки у нас будет у вас разговор с дамой червовой через ваши любезности, и здесь проиграется также у всех по-разному. Либо будете злиться на себя после этого разговора, либо вы дама червовая к вам обратится за помощью при условии, что вы практик, эзотерик. Может быть, вы также гадаете на картах, и она вот вас попросит, чтобы вы что-то посмотрели, что-то погадали, и вы с удовольствием это и сделаете. То есть пойдете навстречу и ей поможете в ее вопросе. Но это при условии, если вы практик эзотерик и занимаетесь какими-то такими вещами. Если этого нет, то здесь злость и раздражение на себя после разговора с этой дамой червовой. Итак, дамы трифовые, смотрим вас. Для вас у вас хлопоты и разговор с вашим партнером королем бубновым, но почему-то на этот разговор, на него вы будете злиться и раздражаться. Также вы со своими любезностями. Для дома вы к нему со своими любезностями, он к вам со своей встречей, со своим свиданием и интересом к вам. И также может вам здесь подсобить какими-то денежками. На сердце у вас какие-то новости вы получили в ранней своей дороге.
И опять же здесь либо злость на себя, либо здесь вы будете заниматься практикой эзотерической, магической, какой-нибудь будете совершать какие-то ритуалы, может быть, гадать и так далее и тому подобное. Что было? Было у вас свидание с дамой Червовой, и в этом свидании был у вас некий разговор. Также, что будет? Вы будете хлопотать за себя, за свои чаяния и надежды, и будете серьезно разговаривать с собой. Видимо, нужно вам принять какое-то важное для вас решение, и вот вы будете думать и размышлять, что же вам делать, куда идти дальше, как поступить. И на пороге, что будет вот-вот. В ранней дороге будет ваш партнер король бубновый и дама червовая к вам со своим интересом и со своими любезностями. И успокаивайтесь вы собственным интересом. Вот так у нас сложится неделя для дам трифовых, для двоечек. Я желаю вам всего самого прекрасного, чудесного, волшебного, много море счастья, любви, заботы, тепла, красоты и уюта. Это была Астарта Сантья. Я с вами прощаюсь и перехожу к третьему варианту. Итак, третий вариант. Дамы червовые, смотрим вас. Партнером я назначила вам короля трифового. И заходите вы в недельку. В ранней дороге у вас был интерес. С интересом к вам был ваш партнер король трифовый. И какая-то была у вас деловая дорога, связанная, видимо, с работой, с финансами, деловая некая поездка. Ну вот, только что. Также здесь вы переживаете за любовь и любезности вашего партнера, короля трифового. И король трифовый здесь с собственным домом. Скорее всего, здесь, опять же, как я уже сказала, дорога была деловая, денежная. Тут либо вы получили какую-то крупную сумму денег, либо важные бумаги финансовые, либо здесь король трифовый вам как-то подсобил, денежку подкинул. Ну, достаточно такого крупного размера сумма была. И получили вы какие-то новости, какие-то бумаги от вашего партнера короля трифового. Итак, дамы червовые, смотрим вас, третий вариант. На сердце у вас некий казенный дом, под сердцем интерес вашего партнера короля трифового. В голове у вас некий бубновый король. Если это третье лицо в отношениях, то это он. Если нет, то это может быть кто угодно, как обычно. В каждом видео говорю, это может быть брат, сват, отец, друг, коллега по работе, не знаю, водитель автобуса, ваш водитель, садовник, какой-нибудь адвокат, в общем, кто угодно. Итак, в голове у вас некий бубновый король, получили вы от него какие-то новости, какие-то известия за дальнюю дорогу, за ваше будущее. В ногах у вас, тут опять же, а вот либо это какая-то супружеская чета, например, ваши родители могут выпадать такой масти, что в голове вы содержите, например, отца, а в ногах у вас мать была в ранней дороге, ваша мама. Если нет, то здесь может быть некая дама бубновая была в ранней дороге и ваш партнер король трифовый. Также тут в ранней дороге могли быть чаяния и надежды вашего короля, прошу прощения, не вашего, чаяния и надежды некого короля бубнового. Но вот также можно здесь вот об этой паре сказать одинаково, то есть чаяния и надежды короля бубнового в ногах, либо чаяния и надежды дамы бубновой в ногах. Вот примеряйте здесь, пожалуйста, каждый на себя, либо, как я уже и сказала, это может быть некая супружеская чета. И дама, и король, то есть здесь правильно выпали. Что было? Было свидание с бубновой мастью, либо с королем, либо с дамой. И ваш партнер король трифовый был к вам со своими хлопотами. А вы, скорее всего, здесь плохо себя чувствуете. Переживаете за свой интерес. И также здесь могло быть плохое самочувствие. Может быть, простыли, простудились, заболели, грипп и так далее и тому подобное. И ваш партнер король червовых был со своими любезностями к вам, и был у вас с ним некий разговор.
Что будет? В ранней дороге будет у вас некий ваш партнер король трефовый. И бубновая масть также к вам со своими любезностями. Либо король, либо дама. Каждый примеряет на себя. И будет некий казенный король. Также здесь у вас будет разговор с самой собой. Будете вы что-то думать, обсуждать, решать какие-то вопросы касаемо себя, вашей личности. И также в ранней дороге у вас будет бубновая масть к вам со своим интересом. Также здесь в ранней дороге можете получить какие-то бумаги финансовые, либо какую-то крупную сумму денег. И основная линия недельки – король. Вы со своими чаяниями и надеждами, вы со своими любезностями, ваши хлопоты. Но вы на все это дело, то есть на себя, на свои любезности, на свои хлопоты, на свои надежды будете раздражаться. Вот что-то вы собой будете недовольны, дорогие мои троечки. Обратите тоже на это внимание. Ну что, троечки, последняя раскладочка для вас и для вас. Переживаете вы и хлопочете за ваше будущее, за вашу дальнюю дорогу. Также тут, как я уже и говорила, да, могло быть плохое самочувствие и переживание за деток, если таковые есть. Для дома ваш партнер, король трефовый, там со своими хлопотами, и некий казенный дом, вы к этому казенному дому со своими любезностями. Вот такое ощущение, дорогие мои троечки, что вы работаете на дому, что вы, может быть, некий блогер или имеете, вот как и я, YouTube-канал. И вот дома вы хлопочете со своими, да, и переживаете, работаете на некий казенный дом. Казенным домом может выступать вот даже тот самый YouTube-канал, о котором я и говорила. На сердце у вас какие-то новости вы получили в разговоре здесь, скорее всего, с дамой Бубновой. Вот вы даму Бубновую и разговор с ней содержите на сердце. Что было? Дама Бубновая была к вам со своим интересом в ранней дороге. И также в ранней дороге вы могли получить какую-то большую крупную сумму денег, либо бумаги, связанные с деньгами, с финансами. И вы на все это дело надеялись. То есть были в прошлом у вас чаяния и надежды на себя и на деньги, на эти бумаги. Что будет? Ваш партнер, король трефовый, собственной персоной, к вам со своим интересом. И здесь свидание с дамой Бубновой. Вот, троечки, дорогие мои, вот эта раскладочка нам ярко так намекает на любовный треугольник. Ваш расклад, вообще третий вариант, нам намекает. Я в предыдущей раскладке не стала говорить, но вот здесь вот прям это ярко как-то прослеживается, поэтому обратите внимание. Если я не ошибаюсь, то расклады на любовные треугольники и на игральных, и на таро есть на канале. Обратите внимание, и скоро будут также расклады на февраль, на любовные треугольники. Тут смотрите, что будет. Такое ощущение, что ваш партнер трефовый король со своим интересом к свиданию к даме Бубновой. То есть он к ней со своим интересом, и будет у них свидание. Вот это в будущем, что вас ждет. И такое ощущение, что вы догадываетесь, что вы об этом знаете. Далее, на пороге, что будет вот-вот. В ранней дороге будет ваш партнер король трефовый. И дама Бубновая со своими любезностями. И вы со своим интересом к этой даме Бубновой. Вот о чем я только что говорила. Такое ощущение, что все-таки это расклад о треугольнике. Намек здесь на треугольник. И успокаивайтесь вы, опять же, смотрите, раздражением и злостью на даму Бубновую. Вот такой у вас, дорогие мои троечки, будет неделя с 27 по 2 февраля, с 27 января по 2 февраля. И я желаю вам, чтобы эта неделька была все-таки чудесной, прекрасной, гармоничной, чтобы она принесла вам только прекрасные, красивые, радостные моменты. Берегите, любите, балуйте себя, цените себя. Я с вами прощаюсь. До встречи в других моих видео.